Медиаклуб «Айнар» провел круглый стол, главной темой которого стала сельскохозяйственная отрасль, ее место и роль в экономике Абхазии. К обсуждению вышеуказанной темы были приглашены министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Лёсик Айба, а также специалисты этой отрасли, ученые, экономисты. Нам всем известно, что в Абхазии сейчас идет новый этап активного развития сельскохозяйственного производства на основе новых научных изысканий, новых научных исследований. Осваиваются новые сорта, осваиваются новые направления. И всем этим вопросом уже вот на сегодняшнее последнее время активно занимается наш НИИ сельского хозяйства. Я попросил бы Лёсика Янковича дать такую вот обзорную ситуацию по новым направлениям и о том, что делается на сегодняшний день. Уникальная наша зона должно быть не только одно растениеводство, это должно быть комплексный подход такой. Что я имею в виду? Начиная от закладки многолетних культур, завершая его переработки, и, то есть до конечного результата, чтобы можно было донести. Как говорится в производстве, безотходное производство практически должно быть налажено. Вы хорошо знаете, что мало в мире, допустим, как наша климатическая зона, классические субтропики, начиная от субтропической зоны и заканчивая умеренно-континентальной вечной мерзлота, вот наше географическое расположение. И поэтому подход к сельскому хозяйству здесь шаблонно вряд ли какой-нибудь результат даст. Нам нужно четко понимать, знать, какой путь мы прошли, что мы имели при Советском Союзе, значит, насколько наши климатические условия и то, что мы тогда производили, имели рынки. Сегодня у нас вопрос стоит настолько, и это все кардинально изменилось. Время другое совершенно, и требования другие стали. Когда-то ведущими отраслями, если у нас были как чаеводство, табаководство, кокон, шелкопряд, вот это считалось тоже очень такое серьезное направление. Очень много консервных заводов было, чай-фабрик сколько было. И это все, конечно, и имели они и свой рынок. Проблемы сбыта не было. Но при нынешнем рыночном экономике, при таком, как говорится, конкурентоспособности продукции, нам придется и технологию пересмотреть, и культуры пересмотреть, и вообще кардинально все приходится рассматривать все это. И я всегда говорил и говорю, и отношение руководства сегодня так выглядит. Не случайно Министерство сельского хозяйства выбрало подрядчиком НИИ сельского хозяйства, потому что без науки, без знаний к делу, без подбора технологии, ассортимента, конечно, будет на производстве заниматься экспериментами, это утопия. Экспериментами должны заниматься ученые, выделять то, что нужно, и рекомендовать производство, а на производстве уже не должно быть допущено ошибок. Дело в том, что сегодня сложилось так в Абхазии, практически мы, несмотря на то, что уникальная наша зона, вот возьмем даже вот на рынке, что продается, посмотрите, начиная морковки, заканчивая там уже более сложнее овощных культур, практически мы все завозим. Несмотря на то, что вот сейчас только началось определенные какие-то движения. И сегодня складывается так, мы должны вот такое стратегическое направление, вот институт, вот по заказу министерства мы решили так, есть внутренний рынок, то есть это безопасность человека, то, что мы потребляем, и что мы можем экспортировать, и какую продукцию мы можем конкурентоспособную вывозить из Абхазии. Это вот мы вот такой вот, значит, на две группы все это распределили. Для внутреннего рынка мы знаем, это овощеводство, это плодоводство, которое необходимо, и остальное уже, животноводство, конечно, обязательно в перспективе, это все в перспективе и птицеводство. То есть, что нам нужно внутри для нас? Мы же хорошо знаем,
что мы употребляем в пищу. Мы все хорошо знаем, насколько эта зараза, рак, начинает молодеть. Почему все это? Потихонечку должны себе задать вопрос. Если мы начали есть яблоки из Турции, если из Испании виноград завозим, то, что нам нужно. Если мы завозим, не знаю откуда угодно и что, хотел бы знать для себя, неужели они так проходят такой барьер и фильтр, что мы можем его спокойно, у меня какое-то маленькое такое обеспокоенность постоянно появляется. Поэтому у нас есть сегодня возможность, та президентская программа, которую мы называем вот в отрасли растениеводства, с будущей и по переработке и овощеводству, то, что министерство возглавляет данную работу, и мы подрядчиками являемся, я думаю, что это реально сегодня отвечает тем требованиям, которые мы в вопросе выдвигаем. Исходя из того, что Лёсик Янкович сказал, сегодня идет посадка, закладка плодовых культур. Это очень, я как агроном, я приветствую, никаких сомнений, проблем мне не вызывает. Но нам необходимо собраться и вынести вердикт приоритетности культур. Это субтропическая зона. Мы сегодня можем вот здесь сидящие назвать культура номер 1 в Абхазии. Какая? Виноград, яблоки, огурцы, помидоры, чай или что? Нам надо при объеме закладок и валы, в том числе при производстве валовой продукции, 50% объема должно ведущая одна культура. 50%. Остальные, они подвешиваются. Они важны для концептуального решения аграрных вопросов. Необходимо создать группу, экспертную группу, где бы входило Министерство сельского хозяйства, это куратор, не координирует, научные какие-то подходы, допустим, да. Обязательно экономисты нужны, эксперты. Мы всегда сельское хозяйство, агротехнику, а дальше считать сегодня надо. При закладке тех же яблок, винограда, нам надо просчитывать, и потом степень вступления в плодоношение и так далее. Но, одно но, при составлении агротехники нам необходимо учитывать трудовые ресурсы, наличие их и цена этих трудовых ресурсов. Вот эти моменты сообща надо решать. То, что вы говорите, что 50% нужно одной культуре, это неправильно. Надо зонально размещать. Надо знать свою зону, какую культуру, куда можно его разместить. Правильно. Только так. 50 монокультуру, если создадим, это утопия, это нельзя делать. Почему? Параллельно надо развивать и фундук, и чай, если индивидуально кто-то может делать, и цитрусы, какое направление. Мы знаем, что из Абхазии вывозилось, цитрусы. Сколько вывозилось? 100-110 тысяч тонн. Сколько мы имеем сегодня? 25 еле-еле вывозим. Кто был основным производителем? Это частное население. 60% производило частное, 40% только производило государство. Конечно. Конечно. Вы можете статистику посмотреть. Даже были моменты, пока не вступили совхозы в плодоношение. То есть, виноградарство. Сейчас вот то, что вы говорите, эти вопросы практически разработаны. Только надо осуществить его в жизнь. Деньгами надо подкрепить. Вопрос реализации. Где мы можем продавать? Я сам фермер маленький, я имею достаточно, около 10 тонн мандарин. Мне проблема ввести, стоять, продавать там. Сюда тоже загоняли. Это проблема, это не просто так прихоть. Фейхуа то же самое. Рынка-то нет. Для государства сельское хозяйство как отрасль управления, она должна быть сама отрасль. Почему это происходит и что мешает, и почему отрасль, на наш взгляд, стала параллельно по своему пути, без науки, без государства и без программы развиваться. Основные аспекты уже выступающие обозначили, но я, позвольте, начну все-таки с проблемы занятости сельской, потому что это очень социально значимые функции, и у нас вообще в Абхазии большая проблема с занятостью. И именно в сельском хозяйстве этот вопрос более
более острые. Всего по данным же Министерства экономики в отрасли работает 3000 человек, когда трудоспособное население в сельской местности 60 тысяч человек. То есть это очень кричащая проблема, которая, конечно, сама отрасль не в состоянии, ни само село, ни министерство. То есть я называю те точки и те болевые проблемы, которые только может решаться на уровне государства. Вторая – это реализация, вот сейчас выступал до меня, но вот в этой реализации, по этой проблеме, почему мы не можем сдвинуться, вот я бы хотела разграничить. Продукция, которая нам нужна на внутренний рынок, на внутренний, мы, посредники, просто окружили, осаду держат нашего рынка, посредники. Ничего пока еще не предприняли механизм, как этих посредников сделать такие логистические схемы, ярмарки, маленькие фирмы закупочные в районах, чтобы их приблизить к нашим производителям. А не так, как крестьянин сюда идет и вот здесь на рынке сталкивается с этими посредниками. Это один уровень. Когда крестьянин производит экспортно ориентированную, слава Богу, что мы ее производим, правильно, здесь опять столько лет мы не можем централизованно вывести. 3-5 тонн и очень тяжело продать, здесь очень высокие транспортные расходы и остальные. Кооперации в этом вопросе нет. И я бы здесь хотела обратить внимание, есть такая очень хорошая площадка, деловой форум, который всегда проходит ежегодно, уже 5-й провели. Там, кстати, очень большой интерес этой отрасли. Именно в этой секции, я вот смотрела по телевидению, больше всего было, кстати, заинтересованных людей, зал был полный. Может, следовало бы, на мой взгляд, использовать возможности делового форума и заключать, мы даже имеем уже соглашение со множеством субъектов Российской Федерации, но опять дальше мы не наладили механизм и договор, чтобы практически реализовать хотя бы по одной культуре, централизованно его вывести. Может заинтересовать следует бизнес. Особенно здесь очень хорошо уже налажена и работает, и может оказать большую поддержку торгово-промышленная палата. Мы знаем, что через финпомощь также по комплексному плану вы получили эту поддержку. И там, для сравнения, опять, какие мы имеем диспропорции, их надо исправлять. Всей отрасли за 3 года, пока комплексный план реализовывался, выделили 148 миллионов из бюджета нашего, с 10 по 12. А за эти годы только на закладку выделили 292 миллиона. То есть почти в 2 раза больше получает отдельное направление, когда вся отрасль получает в 2 раза меньше. Также есть диспропорции, связанные с тем, что при финансировании надо учитывать, что сельское хозяйство сама по себе не может существовать. Она в системе, так называемом агропромышленном комплексе. И вот здесь всех сферам нужно равномерно распределять и подходить имеющиеся ресурсы. Хотя мы говорим, мало выделяется. Есть, например, на 1 гектар у нас показатели даже выше, чем в России. То есть сказать, что у нас совсем в отрасль не поступают деньги, это неправильно. Другое дело, ваша работа показывает, не я имею в виду, насколько затратно вообще наше сельское хозяйство. То есть получается на 1 гектар у вас условно почти 300 тысяч рублей уходит затрат, чтобы одно рабочее место создали по этой программе, мы посчитали, обходится 490 тысяч рублей. То есть эти цифры говорят о том, что отрасль сама, или крестьяне чтобы скооперировались и сами наладили производство, это не может быть из-за таких высоких затрат. Если приступим к поэтапности и подготовке к программе, тогда там можно будет основные проблемы поставить, расписать цели и под него соответствующую ресурсную потенциальную базу рассмотреть. Я не согласен с тем, что сельское хозяйство может стать локомотивом для экономического движения. Она никак не может стать, потому что всегда она нуждается в дотациях. Она должна решать именно проблемы продовольственной безопасности того или иного государства. То есть заниматься всегда, даже может быть в некоторых отраслях убыточно, но чтобы эта продукция была, ее надо в любом случае выращивать и делать. В таком ракурсе работает. Но государство и
сельское хозяйство, не сказал бы я, что они независимо друг от друга работают, потому как мы сегодня что имеем, что делаем, раз уже пошла такая, вот не имею в виду сегодняшние вот выступления, просто в последнее время в прессе везде появляются и критики больше, чем советчиков, значит, не стоит на месте сельское хозяйство, раз критикует, значит, что-то делается, наверное. И поэтому все в мире делается сравнительно. Если мы будем сравнивать с тем, что было в советское время, когда система была другая и велось планированное хозяйство, то, не спрашивая у того же народа или общественного мнения, навязывали ту или иную культуру. Я не согласен с тем, что чай является традиционным для нас. Чай являлся и есть в последнее советское время действительно стал традиционным, так как его партийные службы или система навязала народу, и они вынуждены были даже за безработные или за копейки, наши деды занимались именно высаживанием, потом она уже стала действительно каким-то бюджетообразующим. Но ранее то и было и виноград, и все остальные плодовые культуры, которыми мы сегодня занимаемся, они действительно были всегда приоритетными и традиционными для нашего государства, для Абхазии, во всяком случае. Но сегодня ситуация не стоит такая, чтобы добиваться именно традиционных культур, и что-то мы сегодня готовы, я согласен с вами, что нужна программа, сельскохозяйственная программа, то есть развитие сельского хозяйства, программа нужна, но ведь просто так оплатить, собрать специалистов, сесть и подготовить прекрасную, хорошую программу и не подкрепив ее теми средствами, которые необходимы, то есть миллиардными деньгами, не миллионными, а миллиардными деньгами, чтобы стать на путь развития, это просто будет, извините, мертворожденная программа. И поэтому мы сегодня, чтобы не стоять на месте, исходя из того, что мы имеем с нашего бюджета небольшие средства и в основном с инвестиций, то есть с российской помощи, делаем отдельные программы, отдельные проекты. Я не назвал бы это программой, отдельные проекты, которые могли бы сегодня каким-то образом повлиять на нашу отрасль. То есть из тех средств, которые есть, вот только руководитель НИИ сельского хозяйства дал такую скромную, небольшую информацию. Мы делаем намного больше, чем он сказал, видимо, просто чтобы как-то не выглядеть некорректно. Но, тем не менее, я согласен, что мы должны заниматься и животноводством, и растениеводством, и перерабатывающей промышленностью. Скажу вам откровенно, что вот переработка, оно и есть проблема решения реализации. Правильно? То есть, если мы не наладим переработку нашей сельскохозяйственной продукции, мы не будем иметь реализации. То есть, продавать, единственное, что мы реализовываем без переработки, это наши цитрусы, в основном и то мандарины. Лимон у нас, как вы видите, не реализовывается, но это основной продукт, который всегда был. И я сказал бы, что тоже надо подходить к тому, что можно вот те процентов 20, даже скажем, нестандартного материала, который остается на месте, неиспользованный, вот туда можно направить эту переработку. Но она, видимо, дорогостоящая. Но сегодня мы... Не в плане того, что отчет или того, что я скажу, что наша отрасль, когда средства, которые выделяются из комплексного плана, скажу, потому что мы своими средствами это никаким образом не можем наладить, это дорогостоящие проекты, налаживаем совместно с институтом небольшие, сказал бы, такие вот предприятия по районам по переработке наших продукций, которые мы выращиваем. Это и в плане овощей, в плане хранения их, и в плане многолетних культур. Что касается, конечно, чайной отрасли, да, мы имели эту отрасль, я сам вырос и родился в той семье, которые занимались, жили в селе, где чайная отрасль была основным видом деятельности, и колхоз, как тогда назывался, был миллионером как раз таки из-за того, что он выращивал чай уже в то время. Но в связи с теми событиями, которые у нас были в Абхазии, эта отрасль как-то выпала не из-за того, что государство не хотело вкладывать. Мы в нее вложили небольшие, сравнительно большие средства по сравнению с теми в отрасли, которые вложили. Мы ни в животноводство, ни в плодоводство не вкладывали таких средств. Да, это сотни миллионов. Но, к сожалению, просто выстроить так работу, чтобы она ее опять возродить до того уровня, что она была, и чтобы она стала бы бюджетообразующим, мы не смогли. Сегодня стоит вопрос такой, что мы все время говорим о том, что дает государство и что имеем с инвестиционного проекта. Но мы особую, я думаю, что озабоченность должны проявлять в том, что мы не можем привлекать инвестиции. То есть инвестиции за пределы Абхазии. Недавно приезжала группа людей с Китая, которые заинтересованы именно нашим чаем.
Это просто не из-за того, что они хотят приехать здесь чай перерабатывать в Китае. Это рынок интересует российских. А здесь намного легче им провозить эту продукцию на рынок. Есть такие вот точки соприкосновения, которые мы разрабатываем. Но своими средствами, я вас уверяю, не государство, даже не из тех 1 или 2 миллиардов, которые выделяет нам Россия на развитие сельского хозяйства, мы чайную отрасль, чтобы она стала как бы прибыльным, не сможем довести ее, так как у нас уже все слишком разрушено, наши фабрики не годятся, плантации надо восстанавливать, даже закладывать надо, не то что восстанавливать, те, которые уже исчерпаны свои ресурсы, и тем более, что они уже биологически устарели. И поэтому вот, основной приоритет сегодня делается на многолетние культуры. Но из тех же многолетних культур, даже вопреки того, что нас называют Министерством яблонизации или что-то, да, мы яблоки сделали, знаете, из того, не эксперимента, а проекта, что было начато. То есть завезли саженцы, которые были высажены не более 100 гектаров. 100 гектаров яблок не решают проблему даже для нашей Абхазии, потребления наших же яблок. По официальным данным таможенного комитета, около 2-2,5 тысяч яблок завозится в Абхазию просто так, для потребления населения. Вы же знаете, каким образом питаются яблоками, потребляют. Но те средства, которые отпущены были на остальные, мы используем на нашей более традиционной культуре, таких как цитрусы, субтропические культуры, и основное сейчас, что мы занимаемся, это виноград. Я думаю, что они имеют большую перспективу этой культуры. И если мы сможем довести без перебоя его до логического конца, изучив его экономические составляющие, то есть рассчитать все, что вот они могут окупить, и дать в дальнейшем стать таким же образом для тех крестьян или тех сел, где будут работать люди, это будет иметь, конечно, один такой вот большой плюс. Но в то же время мы должны разрабатывать проекты и по животноводству, что необходимо нам разрабатывать, и в этом плане ведется. Но парламент... Проект закона сейчас вот президент представил в парламент, новый проект закона по иностранным инвестициям. Я думаю, что мы знакомы с этим проектом, они очень большие проблемы будут решать, то есть они создадут очень благоприятные условия для тех инвесторов, которые хотят зайти сюда для того, чтобы вложить какие-то средства не в плане оказания помощи, а в плане зарабатывания денег, то есть бизнеса. Вот когда это будет не дотации, а именно бизнесмены зайдут и будут вкладывать в нашу отрасль, они-то его доведут уже до логического конца намного лучше, потому как мы видим примеры, те, которые строятся у нас сегодня вот на территории Абхазии, теплицы и другого рода, то они действительно будут иметь результат. Вот в этом порядке уже, конечно, парламент, наверное, в ближайшее время разработает, и этот проект уже сможет послужить таким вот фактором. Ну, импорт, конечно, мы не можем, я сказал бы, что вот так вот взять, повлиять на импорт. Конечно, мы в силах взять, перекрыть границу и не позволить, чтобы завозили сюда продукцию. Но я вас уверяю, что на второй же день у нас цены на рынке настолько вырастут, что мы не сможем даже повлиять и остановить. И поэтому рынок, это, знаете, это условие жесткого рынка. То есть мы должны только производить и ценовой политикой влиять на завоз тех же иных продуктов. Да, мы не можем его остановить. Мы даже наоборот, я вас уверяю, даже наоборот... Абхазия пошла на переговоры с Россией, и Россия тоже, в свою очередь, должна отменить все пошлины и платежи за ввоз сельхозпродукции и ввоз. А мы уже со своей стороны эти все платежи отменили для того, чтобы облегчить как бы вот производителя, который сам без государства вывозит свою продукцию. Ну а так вот взять, можно повлиять только ценовой политикой, только тем, что мы можем сами производить столько, сколько мы потребляем. Но не имея этого объема, каким-то образом, чтобы повлиять на отечественного производителя, запретить или остановить, регулировать, это очень тяжело, вас уверяю. Это попробовали, я вас уверяю, год назад попробовали каким-то образом, и цены на второй же день и на третий день на рынке были совсем другие уже. Но это имеет свои отношения между государством и экономикой. Это, видимо, более такие экономисты вот в ваших руках будете предлагать свои приоритеты. Но, тем не менее, программы развития сельского хозяйства и в дальнейшем, которое должно существовать, к этому мы придем, наверное. Сегодня мы пользуемся и как бы вот государство вместе с институтом проводим тот проект, который имеет средства, те, которые нам хватают. Я вам скажу, что это не такие уж большие средства, потому как они составляют
из тех средств, которые Абхазия вообще получает, то доля, да, сельского хозяйства неплохая, но это же не миллиардные такие большие, огромные средства. Нам, тем более, что надо восстанавливать и всю инфраструктуру, и те же сады надо строить, те же школы необходимо строить. Поэтому мы же довольствуемся тем, что нам вот дают. Я бы вот по продовольственной поддержал бы, и Янкович, и вот вы выступали. На самом деле с продовольствием у нас катастрофа, то, что происходит. Мы провели, вот молодой человек сидит, свой эксперимент. Прошли по магазинам и купили, значит, 12 штук консервов. Консервов разных. И хотели там посмотреть, годность. Ни на одном не было срока годности, так сказать. Все было просрочено минимум на год. И любой из нас это может посмотреть, что такое. Службы нету, которые проверяют. А это я не знаю. А вот у меня предложение такое. Значит, есть министерство, значит, вот Германия. В Германии есть такое министерство, оно называется «Продовольственной безопасности, сельского хозяйства и защиты прав потребителей». Вот, которое как бы контролирует и производство, и все такое. Я считаю, что это вот направление, которое, в какую мы должны идти. То есть наше Министерство сельского хозяйства должно заниматься продовольственной безопасностью, сельским хозяйством и защитой прав потребителей. То есть вот это германский вариант. Я считаю, что направление, значит, стратегическое и правильное. Максимально, с учетом того, что страна у нас такая, население меньше, все такое, больше упор делать на производство тех культур, где труд более механизирован. Правильно. Максимально механизирован. Это, значит, овощеводство, и это вот переработка всего того, что можно будет в чистом виде. Любую продукцию, которую мы будем вывозить, у нас будут проблемы на той стороне. Началось полная иммиграция из села в город. Есть у нас села, которые опустошили. Знаете, никого нету. 3-4 семьи остались, и кто остался, тоже там уже ничего не может делать. Да. Это очень перед правительством, который вопрос стоял, один из путей его решения, то, что вот эта программа начали мы в селах внедрять. Вот даже есть сейчас у нас моменты, которые молодые люди, вы знаете их тоже, да? Которые работали в городе и на плохих местах, да, например, вернулись. Первый год практически мы старались убедить людей, что это действительно реальная программа. Действительно люди от этого отдачу получат. Но не верили. Вот второй год уже реальные результаты мы видим, что в селах, вот такой маленький пример могу привести. Вот 12-13 год сельчане, рабочие места, 700 человек, которые проработали по всей Абхазии, 170 миллионов рублей зарплату получили. Заработали. Не зарплата, они заработали и получили. За этот период мы заложили во всех районах Абхазии на сегодняшний день почти более 1200 гектаров, 12 сортов наименований, в зависимости от села, состояния почвы, какую культуру можно туда внедрить, и люди работают. То есть эта программа дает такую возможность, вера, что на земле, если ты будешь работать, ты его получишь. Переработку можно в течение года, допустим, хорошую переработку поставить, а сад надо 8 лет ждать отдачи. Поэтому на первый план нужно было посадки, параллельно потом ввести переработку. Но это жизнь требует. А так, чтобы случайно, даже это стратегическое направление в село, сохранение села, а как-то нахамла, хабсурге гелдзу. Ахохыцо кытачо. Ахучквакшве хру кытачо. Уй заадзры. Обряхунта кыта она яхей хнамтарге обряха хорхату. Это у вас, наверное, есть свои расчеты. Мы приводим наши общие из тех цифр, которые вы озвучиваете, и хотим, наоборот, показать, насколько много финансов надо, чтобы серьезно заниматься сельским хозяйством. И хотим показать, что крестьянин, а он сегодня нам дает и безопасность, и язык, и культуру, он совсем брошен один.
И их мы сказали, вы дали работу, это очень хороший показатель, но 700 человек, когда в работе нуждается 60 тысяч человек. Абрём хараяху. Это разные, это очень разные подходы. Говорить, это нетрадиционная культура, например, цитрусы. Вот здесь вот выступающие говорят, что они не конкурентоспособны. Почему? Вот только что выступали, говорят, что нам сложно их продать. Россия сегодня завозит 770 тысяч тонн мандарин. А мы туда приносим свои 30 тысяч тонн. И все, кстати, российские потребители ищут наш мандарин. Поэтому вот здесь сдавать позиции ни в коем случае нельзя. Единственное, мы говорим, что да, государство отменило. Но отменило когда? 2 года назад, в апреле 12-го отменили пошлину на вывоз. Правильно? Это односторонний, очень правильный подход. Но вторая степень, вот опять мы говорим, пропадает комплексность. Ничего опять, если мы столько лет это цитрусоводство содержало и какие-то вносило большую лепту в бюджет, теперь же надо вернуть это хотя бы под какую-то программу в это цитрусоводство. Вы вот упираетесь в чай. Чай сегодня Бюджет, я извиняюсь, никаким образом не влияет. Нет, я имела в виду через таможенную пошлину. Как не влияла, она 50% нашей таможенной пошлины после войны вносила. Это была основная статья, поэтому его не отменяли. Но теперь мы сократили эти площади в 2 раза, и они сегодня все находятся в частном секторе. А вот это мы не говорим. Личные подсобные хозяйства, которые нас сегодня кормят, у них сегодня нету никакой поддержки. Они ни кредиты не могут взять, ни материально, ни через бюджет, они вообще выпали. Вот в чем проблема. И основное концептуально, позвольте мне не согласиться с вами, что чтобы нам разработать программу, нужны миллиарды. Это я не знаю, какие... Разработать не миллиарды нужно, а чтобы программа работала, не нужно подкрепить финансами. Вы знаете как, мы пока не приступили, ни один человек вам не скажет на первом этапе, сколько надо денег, на втором этапе, если даже эти наши суммы и через комплексный план, и через бюджет, если они пойдут по программе, намного легче будет потом и отчитываться, да, эта программа и вот этот проект выполняет вот эту цель данной программы. Вы сторонник, я так поняла, надо точечно, тогда вот такое вот экспертное суждение, оценочное, полностью выпадает, и это болезнь наша. Вот ни один эксперт, приведите с Гарвардского университета, тогда вам не скажет, это хороший проект или это плохой. Один и тот же эксперт вам скажет, абрибзием. Почему? Потому что он не может сравнить, мы же не можем с Германией сравниваться и с Францией. Он должен говорить, вот этот проект выполняет вот эту цель вашей программы. Когда программы нет, выпал институт оценивания. И общество говорит разное. Один говорит хороший, второй, третий, и специалист тоже не может помочь в этом. Поэтому разработка стратегическая, я не говорю на 25 лет хотя бы среднесрочную перспективу, программу. И если в этой программе оказались бы вот те неизвестные нам объекты в новом инвестиционном плане, вот меньше разговоров было бы и больше поддержки было бы со стороны обычного населения и экономистов. Вот что мы хотим сказать. Мы сейчас проводим государственные проекты, то есть мы делаем предприятия государственные, которые закладываем, но основной упор стоит у нас на том, чтобы если мы сможем наладить хорошую переработку и обеспечить своевременный, вот именно вот чтобы у крестьянина, который производит продукцию, я даже скажу на меде только вот пчеловоды, наши пчеловоды, несколько раз мы собирали их всех пчеловодов, им первое время некоторые пчеловоды хотели средства, чтобы там пасеки купить эти. Им сегодня средства не нужны. Они просят помочь с реализацией. Это та же продукция, которая так же, как наши мандарины, востребована на российском рынке. Это абхазский мед ищут, абхазские мандарины ищут, абхазские фрукты, хурму. Вы знаете, вот специалисты сидите, можно яблоко переработать, джемы сделать из фейхуа, из всех, но из хурмы делать, это специфика большая, а у нашего населения большое количество хурмы. Я помню, когда была массовая такой вот, люди покупали в питомниках, привозили, сажали хурму, люди покупали, вывозили, поэтому та продукция сегодня портится. Мы никаким образом, вот только с Китаем связались, вот Леша Янкович, нашли там какие-то предприятия, привезли оборудование, поставили, вот помещение заканчивается, ее можно только сушить, в принципе. А второе, что можно с ней делать, это хранить.
То есть в определенных условиях заморозить немного, хранить, а потом уже с хранилища на реализацию. То есть уже покупатели сами, вот как за нашими мандаринами приезжают покупатели, мы же не все же вывозим за пределы, они же приезжают, а если мы сможем это сделать, они будут приезжать и закупать с наших же хранилищ, которые мы строим. Я вас хочу проинформировать, что следующие хранилища будут в других районах строиться. Уже утверждены проекты и в Ачимчирском районе, и в Гудаутах. Вот наши эти плодовые хранилища, большие проблемы с ним вот именно по закупу населения или сбору. Да. Это хранилище не будут заниматься государство, это предприниматели придут, те, которые возьмут на себя обязательства, они будут закупать у населения на свой страх и риск и будут хранить в нашем хранилищах. То есть арендуют, заберут таким образом. И вот таким образом выстроится и основная проблема сегодня для крестьянина, закуп у него и реализация, вот таким образом будет снято. Какие перспективы тогда нашего сельского хозяйства? Какая экономическая эффективность от всех проектов, которые мы планируем сегодня, которые могут быть завтра на основе новых научных изысканий, которые могут быть в связи с освоением тех земель, которые у нас выпали из оборота, и в связи с тем, что и земля должна стать тоже источником товарооборота. Вот в связи с этим, какие экономические перспективы от работы сельского хозяйства у нас могут быть? Вот кто эту тему? Я попрошу вот всех высказаться на эту тему. Джимал, я вижу первый, пожалуйста. Если сельское хозяйство, труд в сельском хозяйстве не будет давать хотя бы среднего уровня, да, заработной платы в течение года, вот то, что Янкович говорил, да, вот в октябре первую, потом до декабря, да, вот все такое. То есть, если только вот в одном месяце там получить все такое, то есть максимально люди будут уходить из этой бизнеса другой. То есть вот поэтому надо как бы обеспечить какой-то определенный стабильный уровень заработной платы, да, чтобы постоянно это. Ну и я вообще предлагаю это слово крестьянин забыть. Фермеры. И самое главное, что вот то есть лизинг, я не знаю, вот сейчас, не то, что не знаю, я знаю, что вот отрабатывается механизм, да, получения оборудования с Российской Федерации, чтобы люди могли пользоваться. Правильно? Вот лизинг, варианты лизинга. Физический труд, ну, сложный труд, максимально люди будут уходить из этого. И самое перспективное, чтобы люди имели возможность, это вот я хотел к Янковичу, доступ к хорошим семенным, то есть материалам. Это у нас катастрофа. Вот есть люди погектарно делают, потом выясняется, что не тот семенной материал, не того качества и все. То есть это просто вам надо... Будут вам благодарить, да, такой-то отдел и будет, или каким-то образом. Да, ну да, вот все такое. Вот. То, который мы сегодня собрали, это же информация идет. Да, люди же смотрят. Значит, крестьяне уже о них думают. Это тоже показатель, это тоже подтягивает. Вот это все, я думаю, что даст результат, то, что мы делаем, и я вижу большие перспективы у нас впереди. Первым долгом я считаю, что нам необходимо сегодня быстренько смобилизоваться при создании вот этой экспертной группы, определиться четко. У нас времени нету. Вот уже срок ушел, вот весна, весенне-полевые работы, все ушло, мы опять прозывали. Собраться, определиться, ребята, что мы будем делать. Дальше. Вот я просто зачитаю, что первым, создание государственного питомничьего хозяйства. Всю жизнь Янкович не будет питомник на всю Абхазию делать. Это очень сложно, но это я не хочу, не знаю, это что такое. Я иногда говорю, вы друг друга дублируете. Ну, почему? Потому что асы уходят. Молодежь опыт еще не набрался. Здесь серьезные проблемы в кадровых делах. Есть более глубокое изучение, есть поверхностные хозяйствующие объекты, там бригадир, на уровне этих мы можем собрать. Есть заготовительные пункты, приемные склады. Просто для информации говорю. Торгово-закупочные базы. Приморск постав в Гудаутском районе. Завози минеральные удобрения. Вывози тот же самый мандарин. Постав гулрипши. Комбикорма завози. Минимально, мало стоит. Маяков позвони, мало стоит. Очень мало. Себестоимость доставки входит максимум 11 рублей. Я за 18 покупаю, за 17 покупаю. Привози, 30% добавь государство, чтобы в минусе не сидел. Тут же в этой конторе и мандарин туда пойдет. Конечно, отрасль
кроме программы и параллельно с программой необходимо правовое обеспечение, на мой взгляд. Нам сегодня уже напрашивается и очень актуален принятие закона о личных подсобных хозяйствах, вообще общего закона о государственном регулировании нашей отрасли. Это что касается правовой стороны. Нам, а также остается такой момент, как наладить эффективную систему кредитования. Как бы мы не откладывали, это остается основной проблемой, потому что даже в той же России 2/3 сельхозработ кредитуются через их сельскохозяйственный банк. Может быть, у нас и другие формы, не обязательно, а может и создание специализированного банка, но сегодня нет механизма, чтобы каждый крестьянин, а я не согласна словом убрать это слово в ближайшее время, каждый крестьянин не может приходить в банк, и каждому крестьянину по природе не дано быть фермером. Но если они скооперируются, здесь проявится и будет расписана программа поддержки кооперативного движения, снабженческих, сбытовых, кредитных. Это как бы снизу, если такая инициатива пойдет и будет она поддержана и расписана, если покажем крестьянам, насколько это даст выгоды, какие преимущества, то тогда можно будет наладить и систему кредитования тоже, на мой взгляд. Потом нам все-таки надо определяться. Сегодня очень мало сельскохозяйственных предприятий показывают отчетность. Они зарегистрированы вообще много, 350, работают 120, как нам статистика дает цифры. А в той же отчетности, в последней страничке, финансовые результаты показывают, 29 убыточных и 3 прибыльных. 3 прибыльных предприятия. Чем мы сегодня отрасль существует, то есть обобщить. Конечно, это очень низкий показатель. И это мы произносим не для того, чтобы кого-то критиковать. Время критики и время видения этих проблем, они уже настолько на каждом этапе видны, начиная от села и до районов. Здесь мы тут же ищем, какие возможные направления, что можно предложить. Почему в этом направлении работы не начать, в ближайшее время я не вижу никаких, например, препятствий. Как-то, если можно было совместно и с университетами, институтами, общественной организацией, какой-то план поддержку индивидуальных крестьян, кооперации групп каких-то людей, даже помимо самой организации, мне кажется, еще очень важно тоже консультации, научные консультации. Институт исследований сельского хозяйства, он огромную работу проводит, и анализ почвы проводит, и климатические условия. Начиная все полностью от дренажа земли, от закладки, от всего полностью тоже как-то надо это задействовать, чтобы как-то крестьяне тоже могли понимать, знать. Не все знают, многие приходят, интересуются, а как нам посадить, вот так. Мы знаем, что последние всего 2 или 3 года только какие-то финансы пошли в нашу отрасль. Все здесь мы не вчера родились, мы знаем, какие ситуации была. Крестьяне сами себе были предоставлены, все отрасли сами себе. Копейки, это даже незначительные копейки, которые министерство владело, и они не доходили даже до каких-то таких малейших маленьких проектов. Но сегодня, за эти 2-3 года, я не скажу, что перевернуты гору или идет развитие сельского хозяйства. Но на путь развития мы все-таки встали, это можно смело говорить. И также вы знаете, что сельское хозяйство — это отрасль, которую надо вложить и ждать, как было сказано Янковичем, по тем отраслям, которыми занимаешься, помимо однолетних культур, хотя тоже надо вкладывать эти самые средства и ждать год-два. Остальное это какой-то результат мы получаем, конечно, естественно, через 5-6 лет, скажем, да. Но тем не менее, сегодня то, что делается у нас в отрасли, естественно, есть большие такие, можно сказать, упущения, или я не назвал бы их ошибками, потому что то, что мы вкладываем, даже было где-то я читал, что, по-моему, Шарья Виталий говорил в одной из статей, что даже само общество еще не определилось, какой приоритет в сельском хозяйстве дать. То есть чаю отдать, табаку дать, многолетним культурам, животноводству или чего-то. Просто мы сами, государство, одно направление или два, как вы сказали, еще не выстроили, не дали, из-за того, что нет таких средств.
средств, чтобы начать и поставить на ноги какую-нибудь отрасль. Но те средства, которые есть, например, вот в каком состоянии находилась, например, техника наша, вот сельскохозяйственная техника послевоенное время. За 5 лет до то есть в 2009 году первые трактора были завезены с нашего местного бюджета. То есть все с того скудного бюджета были выделены средства, и были первые трактора созданы были в каждом районе МТСы. А сегодня какую роль сегодня эти МТСы выполняют? Это же они до сих пор являются дотационными. И потому, знаете, почему убыточны? Потому что мы умышленно не поднимаем тарифы на определенные работы, которые они проводят для крестьян в селах. То есть, если мы поднимем, то есть крестьянину будет уже накладно за определенную сумму проводить вспашку или баранование, или посеять. Мы не все же перестали и уехали в город. Многие, тем не менее, пойдите, очень мало земель пустует. Все равно кукурузу выращивают, и остальные продукты тоже выращивают, и многолетние культуры делают. И все равно же техника нужна. И после этого мы эти трактора и эту технику МТС мы содержим до сих пор. То есть на них запчастя покупаем, на них орудия покупаем. И потому так и получается, что они не являются бизнесом, то есть не сделали мы их. То есть они хозрасчетные такие организации, но на ведомстве Минсельхоза и содержим таким образом. Вот такие проблемы, которые сегодня у нас есть, скажем, из-за того, что нет, мы прекрасно знаем, Рафик, что нужно делать. Да, вы писали, мы с тобой общались, мы знаем, какие, даже потому с Избалу, второй год к нам обратилась молодая семья из села Тара, именно с этой проблемой. Мы им помогли, выделили первые средства. Когда у нас не было денег, мы их включили в конкурс, который Министерство по спорту и туризму проводит, комитет. На конкурсной основе помогли им выиграть тендер. То есть мы им эти средства дали, сейчас они какое-то оборудование завезли, еще помощь нужна. Но понимаете, 45 миллионов рублей выделены из государственного бюджета на развитие. Я не назвал бы это развитие, это просто хотя бы поддержку назвать, но в статье на бюджете значится как развитие сельского хозяйства. То есть, насколько это реально? Я не говорю, почему нам больше не дадут. Потому что у нас есть такие же проблемы в каждой отрасли, что мы не должны содержать сколько денег выделяется на материальную помощь. Мы же знаем, сколько денег выделяется на зарплату. Там где-то повышают учителям необходимо. Из того, что было, сколько нам дали. Эти 45, надеясь на то, что большие средства пойдут из инвестиций. То есть в этом году я, к сожалению, должен констатировать, что у нас с институтом большие проблемы по уходу. Мы не говорим о закладках в этом году. По уходу за теми садами, которые у нас есть. Мы должны каким-то образом дойти до 2015 года, сохранить наши сады и с какими-то долгами войти, мы смогли бы просто пройти в 2015 год, где уже предусмотрены эти средства. И это опять внешний фактор. То есть это, куда бы мы ни делали, как бы, положительно не разработали бы депутаты вместе с Минфином наш бюджет, не смогли бы они увеличить. Более того, что есть. И эти 45 миллионов, за эти 45 миллионов можем мы организовать сельхозхимию, организовать все вопросы, которые вы здесь подчеркнули, за эти 45 миллионов. И поэтому мы ждем, мы работаем над инвестициями. Это наша идея была проработать проект закона об иностранных инвестициях. Это коснется первым делом сельского хозяйства и промышленности. Это не касается каких-то сфер социальных. Инвестор не придет в школу строить, инвестор не будет детский сад строить, стадионы, которые нам нужны. Мы должны инвесторами, услугами пользоваться именно для этих наших проблем решения. И поэтому сегодня таким образом стоит. И перспективу я нашего сельского хозяйства вижу в лице инвестиций. Только инвестиции одними теми, которыми средствами выделяет нам российская сторона, наши партнеры, те проекты, которые мы завершим, и те средства, которые в бюджете, мы развиваться в сельском хозяйстве не сможем. Мы должны проработать программу действительно по привлечению внешних инвесторов, то есть деловых людей, бизнесменов, то есть тех людей, которые имеют средства, чтобы они пришли и здесь создавали с нами здесь, с нашими крестьянами, в наших селах, создавали предприятия, создавали сельхозугодия. Мы все-таки реализовали основную идею нашего круглого стола, состоялся очень заинтересованный разговор, профессиональный заинтересованный разговор. И что очень важно, мы видим, идет подъем
этой важнейшей для нашей страны отрасли. Огромную работу проводит министерство, огромную работу проводит Леосиф Янкович в своем институте, начиная от разработки новых прогрессивных технологий, внедрения новых сортов, вплоть до подготовки специалистов. Я знаю, у вас огромная работа ведется в этой связи. Есть молодые специалисты, молодые аспиранты. Это радует, это внушает оптимизм. Огромную работу ведет наше научное сообщество в лице нашего университета. Я вам очень благодарен за участие в сегодняшнем круглом столе. Много интересного, важного. Спасибо экспертам.